Существуют официальные пляжи для купания, то есть на этих пляжах подразумевается наличие спасателей, медперсонала и некая инфраструктура, где можно обмыться, переодеться и где ты находишься под присмотром. Все остальные пляжи любой человек купается на свой страх и риск. В Абхазии у нас есть и как ведомственные пляжи у каждого санатория, так и государственные, городские и так далее. Опасность купания на неофициальных пляжах, что перед сезоном их никто не проверял ни на наличие подводных каких-то опасностей, труб, арматуры, ну, чего угодно, чего море может выкинуть или речки наши могут вынести. То есть нет спасателей, которые смотрят за расстоянием, которое пловец отплыл от берега. Опять-таки, как правило, на официальных пляжах помимо спасателей еще много рядом купающихся, которые всегда помогут рядом, которые зачастую оказываются быстрее спасателей, потому что они находятся буквально в полуметре от места происшествия. Из-за высокой летней температуры в Абхазии нежелательно сразу заходить резко в воду, потому что опять-таки смена температуры, и может произойти потеря ориентации, помутнение в глазах. И категорически нельзя заходить пьяным в воду. На официальных пляжах категорически запрещено заплывать за буйки. Собственно, буйки для этого и стоят, для безопасности. И спасатели контролируют, чтобы никто не заплывал. На необорудованных пляжах таких буйков нет, а на море очень трудно оценить расстояние, которое ты проплыл, потому что рядом нет ориентиров, просто водная гладь. И расстояние теряется и скрадывается. И сплошь и рядом человек переоценивает свои силы. Из-за того, что нет рядом никаких ориентиров, он думает, что находится гораздо ближе к берегу, плывет как можно еще немножко, а развернувшись и пройдя совсем мало расстояния, понимает, что ему до берега еще не так близко, как ему казалось, когда он плыл в сторону моря. Поэтому надо очень трезво рассчитывать свои силы, свое физическое состояние и, в принципе, непосредственно во время купания. Что касается волнорезов, в любом случае это объект повышенной опасности. На них надо соблюдать очень большую осторожность, потому что они обрастают скользкой морской травой, которая постоянно от волны намокает и получается скользкая, как лед. В играх, в любовании морем или морским пейзажем каким-то человек бывает, что не смотрит под ноги, потому что, пройдя до этого по волнорезу сухому, он был гладкий, твердый, и все было хорошо, но чуть дальше, где это обрастает этот волнорез морской травой, он очень скользкий. Ноги могут уйти как и вперед, ну, собственно, как на льду. А тут уже кому как повезет, где, как, чем удариться. Также, ударившись об волнорез, есть шанс, что потеряется ориентация, и упав, свалившись в воду, опять-таки может произойти несчастный случай. Как показывает практика, порядка нескольких десятков человек в Абхазии тонет за год. Это и отдыхающие, и местные, и на море, и на речке. Чтобы таких случаев было поменьше, стоит, наверное, как-то проводить, начиная прямо с детского сада, правила поведения на воде, объяснять детям в школе. Ну, также, наверное, как-то развивать водные виды спорта, плавание, яхтенный спорт. Потому что все это учит обращению с водой, уважению к ней, ни в коем случае не боязни, а именно вот уважению и обращению.